Самы прафесійны і прагрэсіўны ўрад за апошнія чвэрць стагоддзя. Гэтак многія аглядальнікі ахрысцілі прызначаны 15 месяцаў таму новы кабінет міністраў на чале з Сергеем Румасам. Ад гэтага ўраду, складзенага з праўнаўча маладых тэхнакратаў, многія чакалі не толькі захавання макраэканамічнай стабільнасці, якую заклаў папярэдні Саўмін, які, дарэчы, таксама нядрэнна ацэньвалі з пункту гледжання прафесійнага патэнцыялу. Але ад існага кабінету чакалі ўжо і рэформаў, якія здолеюць пераламіць няспынны спад у айчыннай эканоміцы. Наколькі апраўдаліся гэтыя чаканні і што будзе адбывацца з айчыннай гаспадаркай у агляднай будучыні? Сёння мы запускаем новы фармат аналітычных выпускаў перадачы «Давайте разбирацца» і вникаць в эканамічныя працэсы будзем цяпер са знаным аналітыкам Сергеем Чалам. Здравствуйте. Doing business. У Беларусі лепшы дзелавы клімат, чым у некаторых краінах еўразвязу. В стране, как вы сказали, с нерыночным статусом экономики и с неразвитым финансовым фондовым рынком. Як рэфармуецца беларуская эканоміка? Таямнейшыя арабскія інвестары. Гораздо менее прозрачная структура собственности у этих структур. Соответственно, гораздо легче эти деньги прятать. Чые грошы прыходзяць у Беларусь пад выглядам інвестыцый з арабскіх эміратаў? Сергей, вось да пытання рэфарматараў ці рэтраграду. За апошні месяц мы пачулі дзве супярэчлівыя навіны. З аднаго боку, Беларусь зараз дамагаецца статусу рынкавай эканомікі, узяла нават на гэта адвакацкую фірму, а з другого боку, у рэйтынгу Doing Business мы адкаціліся на 1,5 десятка пазіцый назад у параўнанні з мінулым годам, калі ўжо здавалася, у сутыч падышлі да 30-кіх краін з найлепшым бізнес-кліматам у свеце. Так все ж таки мы рэфармуемся, становимся больш рынкавымі ці наадварот адкатваемся назад? Ну, объяснение, если начинать с Doing Business, да, объяснение достаточно простое. Смысл заключается в том, что это не наша какая-то там динамика отрицательная, а смысл заключается в том, что другие страны просто бегут быстрее нас. Поэтому получается, ну, то есть это такое соперничество, да, кто поднимается по этой шкале выше, кто быстрее, кто медленнее. Вот мы оказались, проиграли в темпе. Але там я, до речі, читав в этой справоздачі, що проблеми у нас з обороною правов міноритарних інвесторів. Беларусь аслабіла абарону мінарытарных акцыянераў, павялічыўшы тэрмін, цягам якога адкрытае акцыянернае таварыства мусіць раскрываць сделкі з афіляванымі структурамі для грамадства, рэгулятара і биржы. Самый свежий пример. 10 января этого года общее собрание акционеров ОАО «Стройтрест» приняло решение о закрытой подписке дополнительного выпуска акций целиком в пользу государства, в результате которого доля физических лиц миноритарных акционеров сократилась с 23% до 1% всего процента. Но, правда, потом в марте этого года состоялся суд, который принял компромиссное решение, которое позволило миноритарным акционерам за счет своих собственных средств все-таки поучаствовать в выкупе этих акций и сохранить свою долю. У нас государство, пользуясь формально аргументацией защиты прав миноритарных акционеров, нарушает права мажоритарных акционеров. Ну вот классическим случаем является национализация фактически предприятий «Коммунарка» и «Спартак» в 2012 году, когда формально ради защиты миноритарных акционеров, которые, по словам Лукашенко, якобы за бутылку водки продавали свои акции, полученные еще в 90-е годы в результате льготной приватизации тогдашнему основному владельцу Марату Новикову, и формально ради защиты них фактически произошла национализация этого предприятия в пользу государства. Еще одну особенность делового климата в стране продемонстрировал президент на недавнем совещании, посвященном проблеме развития дрожжевой отрасли. Предыстория вопроса следующая. Минские власти давно решили закрыть Минский дрожжевой комбинат, потому что он старый, мощности его выработаны, а модернизация его невозможна из-за ограничений генплана развития Минска. Соответственно, именно вместо него было принято решение строить новый завод, для которого очень долго искали профильного иностранного инвестора, нашли такового в виде немецкой группы «Интерферм». Было вложено более 37 миллионов евро, а теперь власти закрывать Минский дрожжевой комбинат передумали, и вот как это решение объяснил президент инвесторам. После анализа в администрации президента договора, оказывается, там такого обещания не было. И быть не могло. А если было, то это дурь полная со стороны наших чиновников. Ну, але ж нельга сказаць, што гэта адпалохала ўсіх інвестараў. Мы чулі за апошні месяц кучу навінаў пра прыход в Беларусь прыватных замежных інвестараў. Там Беларусь-Калі разам з кітайскай Мегао пабудавалі завод па вытворчасці нітратаў. Чэхі і італьянцы прыйшлі на аршанскі Легмаш. Легмаш скараціў вытворчасць, яны на гэтых прасторах там вырабляюць балоны бесшоўныя, нейкія гідраўлічныя рукавы. Таксама зараз казахі хочуць прыйсці на Гомсель-Маш, каб наладзіць супольную вытворчасць. То бок атрымліваецца, што
прыходзіць прыватны бізнес альбо дапамагае дзяржаўным прадпрыемствам там, дзе яны жывыя, альбо замяшчае іх там, дзе яны паміраюць. Дык ці не ёсць гэта той шлях, які выведзе нашу эканоміку туды, куды трэба? Есть такая идея, есть такая мысль на самом деле. Ее, кстати, высказывал на последнем Кастрычницком экономическом форуме Пивоварский, директор регионального представительства Европейского банка реконструкции и развития. То есть, когда ему задали напрямую вопрос, что вы считаете должно помочь белорусской экономике, он сказал, ну вот если, скажем, мы будем находить в год по 10 стратегов для наших предприятий, то, в принципе, за несколько лет можно изменить... Стратегов стратегических инвесторов. Да, стратегических инвесторов. Так вот такой процесс улучшения управления путем прихода инвестора, приносящего с собой другую культуру менеджерскую, это, наверное, один из самых лучших путей. Ну так что, наколькі ён ідзе ўвогуле? Идет очень медленно. Нет, идет очень медленно, на самом деле, очень тяжело. Колькі нам трэба гадоў, каб пазбавіцца паловы баласту? Тот же Пивоварский, про которого я говорил, да, он считает, что там, в течение 5 лет, грубо говоря, можно до неузнаваемости изменить лицо экономики. Так наколькі абгрунтаванае тады спадзяванне Пивоварского ЕБРР? Ну, я думаю, что он в этом вопросе слишком большой оптимист на самом деле. Потому что все-таки, казалось бы, если бы искреннее желание властей по этому пути двигаться были, то мы бы видели совсем другие темпы, чем сейчас. Была, на самом деле, очень интересная история, связанная с попыткой прихода китайских инвесторов как раз на Гомсельмаш. И про нее, эту историю рассказывал, это совершенно анекдотичный пример, рассказывал в своем выступлении замглавы Госкомимущества. И он сказал, почему, собственно, сделка не состоялась. Потому что они выставили такие условия, согласно которым, значит, вот мы сокращаем избыточную занятость, избавляемся от социалки, которая там до сих пор висит на балансе, значит, меняем менеджмент, ну, значит, полностью управление становится нашим. Ну, то бишь, грубо говоря, предприятие становится хорошим, и тогда мы, типа, вот его покупаем. И, типа, как бы сделайте это, значит, за нас. Он говорит, и тогда он произносит такую фразу. Ну, подождите, если же мы это сделаем, то тогда же это предприятие начнет работать прибыльно. Зачем тогда нам китайцы? И только потом понял, что он сказал. А вось, дарэчы, наконт інвестараў з'явіўся у нас падобны новы стратэгічны партнёр. Лукашенко лётае туды амаль так жа часта, як у Кітаі, можа нават часцей. Арабы з іхнымі велізарнымі рэзервовымі фондамі ад нафтадолараў гатовы нібыта зараз нам пабудаваць нейкі міжнародны фінансавы цэнтр і, в прынцыпе, стаць такімі вялікімі інвестарамі, тому што Лукашенко з імі пагаварыў. Можна на это спадзявацца? Да, я думаю, что они, несомненно, значит, что-то строить будут. Но думаю, что никакого, конечно, финансового центра, ни мирового, ни регионального здесь не получится. Я даже вообще рассматриваю вот это упоминание международных финансовых центров. Это же уже не первый у нас финансовый центр, да, один же это Dana Holding. Я просто про то, что как только я это слышу, это выглядит как, знаешь, такая попытка пообещать ради каких-то привилегий для себя, то бишь выделение участков, там, каких-то льгот. А може, хаця б гэтым разам атрымаецца? Во-первых, ну, сама идея построения финансового центра в стране, как мы сказали, с нерыночным статусом экономики и с неразвитым финансовым фондовым рынком, да, вообще с отсутствующей нормальной инфраструктурой, включая исполнение контрактов, включая суды, как мы знаем, как они работают, да, и так далее. Ну, это просто абсурд, это просто глупость. Это такая попытка, знаешь, как развести Буратино с помощью поля чудес, да, то есть вот твой золотой, он там превратится и так далее, и так далее. То есть, еще раз, это на самом деле очень плохой знак. Ничего хорошего в этих предложениях я не вижу. Фактически они означают то, что люди, понимая, в каком, в принципе, относительно безнадежном положении находится белорусская экономика и белорусские власти, да, что понимание того, что дальше будет только хуже, ну, возможно, постепенно хуже, но тем не менее хуже, принуждает их начинать верить в вот такие чудеса. Чудеса создания мирового финансового центра. Мы же понимаем прекрасно, что это будут в итоге, как получилось у Даны, да, жилые кварталы и там торгово-развлекательные комплексы. Ну, по итогу будет именно это. Ну, то есть какую-то прибыль ты, несомненно, получишь, плюс ты находишь еще куда-то возможности вложения, потому что и так твой рынок недвижимости внутри страны перегрет. А ты находишь его просто с минимальными затратами в другой стране, да еще и льготы под это получаешь. А, до речі, який у нас увогуле досвід з еміратськими, арабськими інвесторами? Ой, очень странный, на самом деле, очень странный. Я в свое время с большим
удивлением следил за сделкой, когда продавалась, все, наверное, помнят эту историю, продавался этот участок ВДНХ, выставочного комплекса, и больницы номер 2, вот этот кусок. Это где-то было? Да, конечно. Это был участок в самом центре города, вот этот самый ВДНХ, вот этот самый участок. 1 марта 2010 года вот этот участок между улицами Купала, Богдановича и речкой Свислочь был отдельным указом президента без аукциона, в 3 раза дешевле кадастровой стоимости, был продан Государственному резервному фонду Омана под проект строительства 5-звездочной гостиницы, объектов инженерной инфраструктуры, ну и там еще всяких разных торгово-развлекательных центров. Дальше с этим проектом происходит странная история. В 2012 году сами арабы из Омана просят, отказаться от реализации этого инвестиционного проекта, ссылаясь на его нерентабельность. И в 2013 году государство собственным решением конфискует у них этот участок безвозмездно, не возвращая никакие 10 миллионов, за которые он был продан. И в течение 3 лет пытается найти какого-нибудь инвестора, который мог бы все-таки здесь что-нибудь построить. И в 2015 году таки находит. И это инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов. Ну и, соответственно, проект, который здесь будет осуществляться, он гигантский, он трехчастный, он примерно в несколько раз больше. То есть тогда было заявлено порядка 150 миллионов долларов. Сейчас это сложно даже посчитать, сколько это будет. Но речь идет о строительстве 5-звездочной гигантской гостиницы. Единственное условие, которое им выставили, не быть выше оперного театра, потому что это объект исторической застройки. Еще один апарт-отель будет вот в этих вот 3 корпусах больницы номер 2, они же бывшие монастырские здания. Ну, они тоже, собственно, историческая ценность, их нельзя было разрушать с самого начала. Там будет пешеходная зона. И последняя часть реализации этого проекта, это будет параллельно мосту, который идет по Богдановичу через Немигу, будет еще один мост, который будет выходить на Зыбецкую. И в итоге должны получиться 2 вот этих вот пешеходные зоны, как бы вместе сливающиеся между собой, такие вот барные, развлекательные и так далее. Бо Катрымцы приходят реальные арабские инвесторы, Тайманский резервовый фонд, але ў выніку вырашаюць, заберите себе лепше 10 миллионов наших, чем тут корпацца, невыгодно им атрымліваецца. И после этого 3 года никто не приходит, и з'яўляецца тут таямнічая некая Капаонік Properties Investments, якая звязаная в Гугле выключна з беларускім гэтым проектом. Да, яны частка этого Royal Group, які сапраўды эмірацкі, але ж мы ведаем, што в Арабскіх Эміратах замежная кампанія мусіць мець удзельнікам сваім прынамсі 51% арабскую асобу альбо эмірацкую кампанію. І тут можна ўзгадаць таямнічых арабскіх шэйхаў інвестараў берасцейскай Дынамо, якія потым апынуліся Сохра Груп, заснавальнік Сохра Груп в Беларусі. Александр Зайцев былы памочнік Віктора Лукашэнкі. В Арабскіх Эміратах Сохра Overseas займаецца выключна продажам беларускай тэхнікі і угнаенняў. Дык ці не наводзіць тут это на нейкія думкі? Ну, скажем так, с высокой степенью вероятности мы не можем исключать, что в действительности это, как сказать, в основном наши деньги замаскированы как иностранные инвестиции. Это вообще стандартная практика на самом деле для наших инвестиций. И я бы даже сказал так, что есть определенное преимущество вот через такие арабские схемы это реализовывать по сравнению со стандартным там Кипром или Великобританией. Ну, просто в силу того, что гораздо менее прозрачная структура собственности у этих структур. Соответственно, гораздо легче эти деньги прятать. Колькі ему увогуле збіраецца Лукашенко выделить цяпер, нібыта меркаваным этим арабам ці не арабам? Вот можем прямо сейчас и посмотреть. Ну вот, собственно, тут участок, который выделяется инвесторам из Объединенных Арабских Эмиратов. Он на самом деле в 3 раза больше, чем то, что сейчас попадает в наше поле зрения. Он еще уходит туда. Это в действительности участок, который получается 2-м по величине в Минске, предоставлен вообще когда-либо иностранным инвесторам. Расположен, как мы видим, на живописном берегу водохранилища Дрозды. В принципе, идеальное место для размещения, не знаю, коттеджной застройки, малоэтажной застройки, ну и, наверное, Международного финансового центра. А вось яшчэ адна станоўчая навіна. Нацыянальны банк чарговы раз зніжае стаўку рэфінансавання. Цяпер яшчэ на паўпункта да 9% гадавых. Тлумачыць гэта тым, што ў нас занадта нізкая інфляцыя. Вось чым это тлумачыцца і ўвогуле чаму у нас такая нізкая инфляция? Я думаю, это как раз и есть в том числе результат вот этой снижения деловой активности. У нас тот рост, который был, которому мы так радовались последние 2 года, он постепенно замедляется, потому что исчерпывается его характер. Это был восстановительный рост после кризиса.
никакого автоматического запуска роста не произошло. Больше того, как я уже говорил, у нас такой ведь странный механизм. Чуть только этот рост начинает достигать каких-то, доходить до, скажем так, домохозяйств, да, увеличивая их доходы, ну, благодаря просто тому, что экономическая активность растет, и, соответственно, можно делиться с работниками большей зарплатой, да, там, из своих прибылей, то автоматически это сказывается на импорте, который работает, фактически рост импорта начинает, и причем не только, кстати, потребительского, промежуточного тоже, на самом деле, если деловая активность растет. То есть оказывается так, что в нашей вот нереформированной экономике есть какие-то пределы роста, за которым он сам себя начинает тормозить. Мы, похоже, этих пределов достигли, и выяснилось, что это не такие и высокие пределы. То есть это вот 2%, грубо говоря, 1,5%, да, это вот и есть вот эти вот плотные слои атмосферы, где этот рост начинает становиться более умеренным. Тому що гроші йдуть в імпорт. Да. Добре, а до речі, ми говоримо зараз про павелічэнне тих заробкаў, дырэктыўнае павелічэнне заробкаў, што яны дасягнулі нейкай велічыні, але паступаюць нам навіны з Любанскага района хлебазавод. Звычайныя мясцовыя людзі атрымлівалі там раней, зараблялі па 600-700 рублёў, зараз зарабляюць па 200, 300, 390. А мы туды паслалі нашого журналіста, давай паглядзім, што там адбываецца. Мы прыязджалі ў Любань гэтым летам. Пасля таго, як мясцовы хлебазавод перавялі пад тамтэйшае райпо, заробкі там упалі прынамсі на траціну. Цяпер 280, а колькі было? Да, было 450-500 рублей. А калі апошні раз было 450-500? Ну вот последний месяц было в мае. Вот мы стоим смену 16 часов, выходит, работаем, и мы за смену получаем 5 рублей 80 копеек. 5 рублей 80 копеек. 116 рублей, да, мы. Плюс за контракт, мы профмастерство, там 50%, и за стаж, вот и вся наша заработная плата. Мы далі магчымасць выказацца кіраўніцтву. Тыя тады патлумачылі сітуацыю складаным эканамічным становішчам. Маўляў, упалі аб'ёмы паставак у мясцовыя крамы, буйныя гандлёвыя сеткі не плацяць, суседнія раёны займаюцца пратэкцыянізмам пры дапамозе адміністратыўных захадаў. Старшыня Любанскага райпо Мікалай Корбут сказаў, што для выпраўлення сітуацыі на хлебазаводзе трэба пашырыць яго геаграфію паставак на суседні Старадарожскі раён, дзе хлебазавод у яшчэ горшым стане, і яго збіраліся зачыніць. Старые дороги хотят закрыть свой хлебзавод. Они вообще, значит, пекут 25 тонн в месяц, и убытки вот за это полугодие их составили 74 тысячи. Можете представить? Ну и они согласие спрашивали, мы потянем наш регион. Я говорю, может, только надо будет добавить 2 машинки. У выніку ўлады так і зрабілі. Любанскі хлебазавод цяпер павялічыў вытворчасць і забяспечвае пастаўкі ў больш за дзясятак крамаў у суседнім раёне. Каб даведацца, як гэта паўплывала на заробкі працаўнікоў, мы выехалі ў Любань ізноў. З тых дакументаў, што нам паказалі, аднак выявілася, што выплаты так і не падняліся. Апрача, праўда, павялічаных прэміям у адным месяцы, кастрычніку, акурат перад нашым другім прыездам. Сітуацыю з калектывам, незадаволеным зніжэннем доходаў, кіраўніцтва райпо, як выявілася, вырашыла проста. Там половину их уже осталось там 2 человека, которые в прошлый раз было. Весь коллектив сменился. Мы никого не держим сегодня. У нас свобода. Есть заменяемость. Ну, я не собираюсь с вами общаться. Почему? Потому что мне за прошлый раз влетело так, что я с работы чуть не слетел. Понимаете? А почему вы это хотите сделать Так перед что выборами? я вам советую, что лучше не лезьте в это дело. Я сейчас набираю, но не буду говорить кого. Працаўнікі, запалоханыя звальненнямі, гаварыць на камеру гэтым разам адмовіліся. То, что это именно хлебокомбинат, это как раз такой один из самых тревожных моментов, на самом деле, здесь. И я объясню, почему. Потому что в действительности это на самом деле очень важная история. Эта история, в действительности, история того, как называется, болезнь плохого финансового положения сельскохозяйственных предприятий постепенно распространяется по цепочке все дальше. То есть у нас традиционно же была какая история, как мы боролись с количеством убыточных сельскохозяйственных предприятий. Начинали их укреплять, присоединяя к еще живому предприятию. В надежде на то, что, значит, оно будет все-таки живым. Но, как правило, оказывалось, что, значит, эта болезнь начинает заражать из 2, у вас получается одного здорового, одного больного, у вас получается один больной, только более крупный. И вот эта вот традиция куда-то к чему-то присоединять
постоянно находя того, кто еще живой, у кого есть живые деньги и так далее, да, она на самом деле продолжалась так долго и уперлась в конечном счете как раз вот именно производители хлебопродуктов. И они как раз уже последние. За ними стоит уже непосредственно конечный продукт и потребитель конечный, да, с живыми деньгами. И когда речь идет о том, что ухудшается финансовое положение даже их, это означает, что просто вот этот процесс дошел до своего логического абсурда. Дальше уже как бы некуда. Каб не пропустить новые аналитичные выпуски передачи «Давайте разбираться» с Сергеем Чалым. Подписывайтесь на телеканал Белсат в социальных сетях и на канале YouTube. С вами был Сергей Чалы И Станислав Ивашкевич. До встречи. Всего доброго.